Вот так, буквально за 5 минут семья Хадзиевых осталась без крова. Все произошло 21 июля, днем, когда обычно все разъезжаются по делам, на работу, учебу. У супругов Хадзиевых 7 детей. На момент возгорания в доме находились 3, младший из которых всего год. А мать семейства Фатима в это время мыла посуду. Рассказывает, что едва успела вывести их из помещения. Я слышу какие-то звуки, какие-то странные. Я когда зашла в комнату, в спальню, где мальчик лежал, там уже пожар был. Уже сильный был он уже. Я быстро взяла мальчика, вышла на улицу, вывела в другую комнату детей. И во дворе я там и стояла со своими детьми, смотрела на этот пожар. Дом Хадзиевых находился на пустыре, примерно в 150 метрах от дороги. За день до пожара загорелся сухостой вокруг дома. Такое явление не редкость в этих местах, делится Фатима. По словам пожарных, да и самих жильцов, это и стало причиной возгорания, ведь газ не подведен, да и спичек в доме не было. 20 числа произошел пожар на поле. Мы поле потушили. Потом думали, все уже. Утром, днем 21-го, днем загорелся наш дом. Сначала там тряпки были. Сначала тряпки сгорели. Я потом, потушили, мы все это потушили. Я зашла домой, детей уложила. В семье Хадзиевых работает только глава семейства, поэтому средств едва хватает на еду и товары первой необходимости. Построить новое жилье – задача непосильная. Сами супруги ничего никогда не просили, сами старались выходить из жизненных трудностей. Сейчас им поддержка была просто необходима. Представители благотворительных фондов «Афия» и «Мубарак» разместили новость о несчастном случае в социальных сетях и объявили сбор. Понимая всю серьезность ситуации, неравнодушные жители республики не остались в стороне. В течение суток была собрана та сумма, которая была поставлена. Алхамдулиллах, сумма собрана, и в дальнейшем в воскресенье, завтра, получается, начнем стройку. Я думаю, в течение месяцев 3 дом будет построен. Готовность поддержать погорельцев выразили администрация и местные предприниматели. В данный момент мы совместно работаем для начала строительства жилья семьи Хадзиевых. Также ребята, предприниматели, как занимаются, обещали обеспечить этим бетоном, блоками, всем лесом, который необходим здесь, кровлей. Ежегодно благотворительные фонды нашей республики помогают сотням людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Как правило, поддерживают в первую очередь сирот и многодетные семьи. К примеру, фонд «Афия» помимо Хадзиевых курирует еще 34 дома по всей республике. Благодаря социальным сетям и бесконтактным платежам организовывать сборы стало в разы легче и быстрее. Как признается глава фонда «Афия» Юсуп Куртоев, чтобы помочь людям, не обязательно иметь много денег, ведь содействие бывает разным. Любая помощь, не обязательно денежное, строительство, доски, блок, без разницы, деньгами, даже если 100 рублей, 50 рублей, это в любом случае помощь накапливается. Если не будет помеха, то, я думаю, дальше идти. Благодаря неравнодушным жителям нашей республики люди, которые уже отчаялись, получают новую надежду на лучшую жизнь. Помочь может каждый, для этого нужно всего лишь желание, ведь найти страницы благотворительных фондов несложно, а пожертвования принимаются круглосуточно. Идрис Ижиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.